22 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,83 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2094 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,83 до 10,90 сомони, 1 российский рубль от 0,1440 до 0,1460 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают рост среды, когда были опубликованы данные о снижении запасов этого вида сырья в США. Цена на нефть марки Brent составила $82.58 за баррель, марки ВТИ $78.73 за баррель. Золото в четверг утром незначительно дорожает, торгуясь чуть ниже отметки в $1830 за тройскую унцию. Ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Хотелось бы отметить, что курс рубля снизился за последние сутки по отношению к таджикской валюте на 2,4% со 147,5 сомони за 1000 рублей до 144 сомони. Снижение курса рубля к сомони происходит на фоне обесценивания российской валюты главным мировым валютам. Курс доллара на московской бирже сегодня составляет 71 рублей, а евро 76 рублей. Российские эксперты среди причин ослабления рубля называют санкции, сокращение валютных поступлений от экспорта и восстановление импорта. Между тем, обесценивание рубля к сомони негативно влияет на денежные доходы семей таджикских мигрантов, которые работают в России. Национальные валюты Грузии, Армении и Таджикистана стали лидерами по укреплению к американскому доллару из-за притока россиян в эти страны после начала военных действий на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Так, с начала года армянский драм, согласно данным агентства, поднялся более чем на 22% по отношению к доллару, грузинский лари на 16%, а таджикский сомони на 10%. По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов, поступающих в страну из России, в этом году увеличился в 5 раз, составив более 60% всех переводов и превысив 1,7 миллиарда долларов. Денежные переводы в Армению за первые 10 месяцев составили 2,8 миллиарда, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Таджикистане поток денежных переводов увеличился не менее чем на 50% в первом полугодии, сообщила РБК специалист финансовой группы БКС Наталья Лаврова со ссылкой на данные платежного баланса. Приток россиян подстегнул и рост экономик этих стран. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Грузии в этом году составит 10%. Центробанк Армении повысил прогноз роста ВВП до 13%, а экономика Таджикистана, по словам Лавровой, выросла на 7% в этом году. Между тем, согласно данным Национального банка Таджикистана, официальный курс сомони к доллару с начала года повысился на 9,7%. С 11,3 сомони за 1 доллар на 1 января до 10,2 на 21 декабря. Дефицит государственного бюджета Таджикистана на будущий год планируется покрыть за счет поступления от приватизации и использования государственной собственности, кредитов и грантов международных финансовых организаций. По данным Министерства финансов Республики, общий объем дефицита госбюджета страны на 2023 год установлен в размере 0,8% валового внутреннего продукта или в размере 1 миллиарда 30 миллионов сомони. По данным источника, согласно прогнозам, доход от приватизации и использования государственной собственности составит 32 миллиона сомони. Однако основной доход на покрытие дефицита госбюджета планируется получить за счет свободных средств республиканского бюджета, привлечения кредитов и грантов международных финансовых организаций и поступления от реализации казначейских векселей. За счет свободных средств республиканского бюджета, кредитов и грантов международных финансовых организаций для поддержки бюджета планируется привлечь более 620 миллионов сомони. От реализации казначейских векселей на поддержку государственного бюджета предполагается направить 100 миллионов сомони.
По данным Минфина, общий объем дохода госбюджета Республики Таджикистан на 2023 год за счет всех источников финансирования составит свыше 31 миллиарда сомони. Показатели расхода госбюджета составят более 38,1 миллиарда сомони. В кулуарах Сената парламента Казахстана 29 декабря министр национальной экономики Алибек Каунтыров прокомментировал сроки введения налога на роскошь в Казахстане, об этом сообщает закон.кз. По словам министра, в первом квартале следующего года профильные госорганы планируют активно работать над созданием нового налогового кодекса, в который войдут нормы о налоге на роскошь. Касательно налога на роскошь и того, кто будет под него подпадать и на каких условиях, глава МНЭ отметил, что сейчас прорабатываются разные варианты. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого, пояснил министр. О том, что налог на роскошь в Казахстане будет введен с 2024 года, в сентябре говорил и министр финансов республики Ярулан Жамаумбаев.